Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Владимир Путин высоко оценил успехи Чеченской Республики в социально-экономической и других сферах. Такую оценку глава государства дал в ходе встречи с Рамзаном Хаджи Кадыровым. В целом динамика положительная. Очень это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Новая святыня украсит чеченскую столицу. В Грозном готовится к открытию мечеть на 4000 молящихся. В Чеченской Республике торжественно встретили день рождения лучшего из творений Аллаха. В 12-ю ночь месяца Рабиуль-Авваль тысячи верующих отметили Мавлид. Вопросы социально-экономического развития Чеченской Республики обсудили Владимир Путин и Рамзан Хаджи Кадыров на встрече в Москве. Президент страны остался довольным текущими показателями. Также затронули тему СВО. Глава региона предоставил отчет о проделанной работе. Более подробно в нашем следующем сюжете. Социально-экономическая обстановка в регионе отличная. Это повод для гордости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Хаджи Кадыровым. Глава государства также подчеркнул, что все успехи достигнуты благодаря усердной работе руководства субъекта. В экономике, в социальной сфере в целом динамика положительная. Очень это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Уверенно люди работают, ну и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. В свою очередь, Рамзан Хаджи Кадыров предоставил отчет о проделанной работе в зоне СВО. Глава Чеченской Республики упомянул, что участникам спецоперации предоставляется вся необходимая помощь и оказывается поддержка мирному населению новых регионов. А так сегодня бойцы дух хороший, я иногда заглядываю, как что находится. Абсолютно все их вопросы решаемые, никаких проблем у него нету, связь, техника. Мы от начала до по сегодняшний день купили 1100 чем-то машин, из них 100 чем-то бронированных машин. Ну, даже не от республики, другим мы тоже помогаем. Это наше общее дело, поэтому мы вместе должны выиграть. Весь народ вас поддерживает. Чеченская Республика – единственный регион, где с начала СВО с нуля созданы 5 полков и 3 батальона для участия в спецоперации. Об этом отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Мы единственный регион, я могу сказать, что создали 5 полков и 3 батальона за это время республики. И они сегодня на СВО. Владимир Путин поблагодарил Рамзана Хаджи Кадырова за ответственный подход к делу и попросил передать чеченским бойцам наилучшие пожелания. Самые наилучшие пожелания передавайте семьям их, самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически. Очень хороший, мне очень радует, что очень хорошие контакты сложились с другими подразделениями. Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. Я уже, по-моему, говорил, одного спросил, как там ребята из Чечни воюют. Ответ был прям в ту же секунду. Не подведут, я в них полностью уверен. Понимаете, это все-таки обо многом. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях. Президент страны также поддержал идею строительства мечети в Москве. Она расположится на улице имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Глава государства подчеркнул большую значимость святыни для верующих. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев. Неделя. Готовится к открытию новая мечеть в Грозном. Она украсит собой улицу Жуковского. Святыня имеет площадь почти в 2500 квадратных метров и способна будет вместить до 4000 молящихся. Глава Чеченской Республики проверил ход строительных работ на объекте. Подробности далее в сюжете. В начале 2021 года в Грозном начались строительные работы по возведению одной из красивейших мечетей. И вот уже совсем скоро она откроет свои двери для молящихся. Само культовое сооружение полностью готово. Остается лишь провести некоторые работы на прилегающих территориях. Рамзан Хаджи Кадыров вместе с муфтием Салахом Хаджи Межиевым и советником главы Чеченской Республики Адамом Шахидовым лично проинспектировали объект.
Осмотрев мечеть изнутри, глава республики внес некоторые корректировки в общий интерьер. Мечеть будет настоящим подарком для жителей данного района, отмечает Салах Хаджи Межиев. Будущий имам святыни уже определен. Внутри мечети глава республики вместе с богословами прочитали строки восхваления Всевышнего и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Глава республики остался доволен выполненными работами. Мечеть будет названа в честь Рамзана Хаджи Кадырова по инициативе жителей района. Ислам Ершов, Ибрагим Батаев. Неделя. День рождения лучшего из людей, пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, отметили в Чеченской республике. Тысячи мусульман собрались ночью в Шалинской мечети «Гордость мусульман», которая носит его имя. Они восхваляли Всевышнего, просили о его милости и читали салаваты. Также внутри мечети состоялась выставка священных реликвий. Верующие получили возможность посмотреть на предметы, связанные с жизнью посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, его сподвижников, а также великих авлия. Подробнее в сюжете Абдуллаха Батаева. Еще глубокой ночью мусульмане со всех уголков республики собираются в центральной Шалинской мечети. Повод самый прекрасный – день рождения лучшего из людей, пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего. Этот праздник объединяет всех верующих. Bok bol ma boer peygamber vintahan deyashal uyri o uyri lamazi qus qaçır her bok bol xiyatash her dosh xiyatash oqchu ven oqchu o mejdik shu bartocha ara bartocha ve peygamber nurdu khair اشتغلوش قد حدا يعني طب دقة ده الخني حدا وبلان سجت تشتري وبلان سمك ورشت وبلا ده لا بتصور ده لا بلات إيه بيرختش لا تلوه. Праздничную ночь в Шалинской мечети проходит выставка священных реликвий. Верующие получают возможность посмотреть на предметы, связанные с жизнью посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, его сподвижников, а также великих авлия. Осталось еще полчаса до утреннего намаза. Шалинская мечеть практически заполнена, а только прибывшие сюда вот так, соблюдая свою очередь, осматривают священные реликвии. А уже во дворе мечети мюриды шейха Илас-Хани, да будет возвышена его святость, совершают коллективный зикр, который проповедовал их устаз. В восхвалении Всевышнего принимают участие сыновья главы республики Ахмад Эли и Адам Кадыровы. В момент проведения зикра небо озаряет яркими фейерверками. Настало время утренней молитвы. Его совершают под руководством председателя Совета алимов Республик СКФО Хожа Ахмеда Хаджи Кадырова. После намаза он обращается к собравшимся в мечети. Муфти Чеченской республики поздравил всех с наступившим праздником. В своем выступлении он рассказал о жизни лучшего из людей. Uga uç
После собравшиеся прочитали мавлид, благословляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. День рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в Чеченской Республике празднуют ежегодно. В эту дату верующие оживляют ночи, делают дуа и увеличивают поклонение Всевышнему. Абдулла Батаев, Адам Арсунукаев и имам Юсупов. Неделя. В Ахмат-Юрте состоялся республиканский конкурс «Лучший чтец Корана» памяти старшего сына первого президента Ахмата Хаджи Кадырова Зелимхана Кадырова. В нем приняли участие 120 муталимов со всех школ хафизов республики. Конкурс проходил по 3 номинациям – знание полного Корана, знание 15 джузов и 10 джузов. Победителей и призеров ожидали ценные подарки, главный из которых – автомобиль «Лада Гранта». Об итогах конкурса расскажем в следующем сюжете. В конкурсе на знание Корана участвуют 120 муталимов со всех школ хафизов республики. Соревнуются по 3 номинациям – знание полного Корана, знание 15 джузов и 10 джузов. Практически все участники демонстрируют высокий уровень в чтении священного писания, отмечают жюри. Экзаменующий, а это член жюри, он открывает Коран с любого места из 15 джузов, задает ему вопрос, и ученик продолжает. Тоже 3 вопроса, где-то по 7, по 10 строчек. Полный Коран у нас было 5 вопросов, по 10 строчек с каждого 6 джузов. От начала до конца нас было 3 человека. Один открывает Коран, задает вопрос, потом 2, 3, 4, 5 вопросов. Если, допустим, во время чтения учащийся допускает ошибку, мы делаем ему подсказку. Сколько раз мы можем делать ему подсказку, пока не достигнет определенного количества. Тогда его вопрос аннулируется, он заменяется другим. Церемония награждения проходит во 2-й день. В каждой номинации 3 призовых места. Победители и призеры конкурса получат вот такие подарки. Здесь электросамокаты, квадроциклы и, конечно же, главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Его заберет лучший в номинации «Знание полного Корана». Церемонию награждения посетили известные богословы республики, а также помощник муфтия Дагестана Абдулла Хаджи Хидирбеков. Все они поздравили конкурсантов и рассказали о значимости звания хафиз в исламе. Советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов рассказал об истории возникновения школы хафизов имени Зелимхана Кадырова. إيش هالحجر يلش مهتع أزبوط إيره وعوسوشة دير يلشي وش عليه الصلاة والسلام تندي وش حمزة دولش إيش ده شيء طريقة أستاذ إلسوتر شيخ ولش قدس الله سره يقرأ إيش تقوده وحوش يلشي غينا خلق لا موضحة تحقق حجرة قزحير شال تندي له قرآن نجح عامش تحوي وخشة قال حجر خلا حجر شقوش خل وش بول حافزش وي أتا بتش حلق إيغت ياها قال حلقة مهديك شوخش شيء ديشر قرآن جو نيس دورش خز دورش После этого богословы вручили награды победителям и призерам. Главный приз автомобиль «Лада Гранта» выиграл воспитанник школы хафизов имени Зелимхана Кадырова Мухаммад Селимханов. Республиканский конкурс памяти Зелимхана Кадырова выявил сильнейших знатоков Корана. Теперь победители и призеры будут готовиться к соревнованиям всероссийского уровня.
طبعا كونكورس هذه صوت شو مجر ماشي يرجع كوادراتيكال شيش صوتش دله كونكورس قوسم بويتر برقله هالحجر شيء تسرخ يوش ولا زيلم هيتسرخ يا لوش سنة إشت أعمل حاجينا تان قرآن ديش تان مال بدرسي إشت بولخ بيش إشت عيا حوارة ديل إيه تمسي ميلا بيرستين موليوش حقصوش نام هيتسالشلا. Руководством Чеченской Республики создаются все условия для изучения религии и священного писания. Так, на сегодняшний день в регионе функционирует 7 школ хафизов, а количество выучивших Коран наизусть растет каждый год. Абдулла Батаев, Адам Арсанукаев. Неделя. В Гудурместе состоялся выпуск учащихся медресе «Свет ислама». Годичный курс обучения прошли 120 муталимов. После сдачи экзамена все они получили свидетельство об окончании обучения и экземпляры Корана. Теперь они смогут преподавать в религиозных школах и обучать верующих чтению священного писания. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Год занятий для учащихся медресе «Свет ислама» подошел к концу. Поздравить их с окончанием обучения собрались богословы и родные выпускников. О важности изучения Корана в своем выступлении рассказал кади Гудермесского района Амир Абдулмуслимов. أخشوز كحك خل بوجو حيغ روشنا محمد هنا دالدكنز بيق مل داريز غليلة وزغلو دالا هور دين وتقرأن سموق ديولشا هون دالجا الله سبحانه وتعالى بلغل داقناز ودقنش درب دويز القرآن دالا داقا دادين ميال القرآن سموق ديولشا ميال ديوشتن قمال فيوغا دالا داعي بيركتيش قليتلو داخلا. Выпускница медресе Луиза Вагабова давно мечтала пройти курс обучения в религиозной школе. Занятия в медресе она посещала вместе с дочерью. Луиза тщательно готовилась к итоговым экзаменам и сдала их на отлично. Алхамдулилlah, с помощью наших преподавателей, нашей медресе мы отучились, прошли экзамены, таджвида, чтение Корана, имена Аллаха. Алхамдулилlah, я очень счастлива, что я никогда не могла подумать, что я имена запомню. Для меня это было действительно тяжким уроком, но проходя курсы, проходя уроки, неделю 3 раза, мы ходили, алхамдулилlah, мы это уже все отучили. И сдавая экзамены, мы действительно переживали, но с помощью Всевышнего Аллаха мы это все прошли. В медресе «Свет ислама» обучают правилам таджвида, основам ислама и жизнеописанию пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Также ученики заучивают имена Всевышнего, аскары и дуа. Курс обучения может пройти любой желающий. سون بقدر دي تمسيرو حقوق ورسان هو عيمردو قابل سمعت حال وقتنا في أنا ور الحمد لله وزوج دال شيانيس قص سكزمز قيتم بيلسون أصلا. В ходе мероприятия учащиеся медресе прочитали аяты из Священного Писания. Также выпускникам передали свидетельства об окончании обучения и экземпляры Корана. Выпускники медресе «Свет ислама» прошли нелегкое обучение правильному чтению Корана. Все они успешно сдали экзамены и теперь смогут передавать полученные знания другим. Диана Хармуш, Адам Арсанукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном наградили победителей 11-го Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». В конкурсе участвовали журналисты со всей страны. Работы оценивались по 3 номинациям – утреннее шоу, информационная программа и тематическая программа. После награждения победителей состоялся гала-концерт с участием артистов из республик Северного Кавказа. Мероприятие организовало Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Принять участие во Всероссийском радиофестивале «Голос Кавказа» прибыли журналисты из разных уголков нашей страны. Ежегодно сотрудники средств массовой информации собираются, чтобы поделиться опытом и отметить лучшие работы коллег. Участники радиофестиваля соревновались в 3 номинациях – утреннее шоу, информационная программа и тематическая программа. Всего на конкурс было подано около 300 заявок. С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Как мы все помним, многие помнят, видели, в недавнем прошлом
Чеченскую республику никто не хотел, да и не мог, в принципе, посещать. Сегодня, Аллаху Всевышнему, благодаря эффективной, мудрой, дальновидной, прагматичной политике главы республики, у нас в регионе ежедневно большое количество туристов, гостей. Мы этому рады. Еще раз хочу всех и поблагодарить, и поздравить заранее, забегая вперед, победителей сегодняшнего фестиваля. Отметить, что радиожурналистика, она имеет огромное значение и в контексте сегодняшних обстоятельств, в контексте сегодняшнего внешнего давления на нашу страну, в контексте информационно-гибридной войны, объявленной нашей стране Российской Федерации, конечно, и радиожурналистика, и вся информационная политика, она в шкале приоритетов стоит во главе угла. В ходе мероприятия были награждены авторы лучших радиоматериалов. В номинации «Ежедневная информационная программа» кубок получила программный редактор радиостанции FM-на-Дону Инна Панфилова. Эмоции самые волнительные. Команда небольшая, всего 4 человека. Это ежедневный труд. Вот, да, в руках у меня результат ежедневного кропотливого труда. Команда небольшая, но тем не менее стараемся, чтобы новости были проверенными, актуальными, и своевременными и интересными. Слово имеет огромное значение сегодня. Наше оружие – это слово. Да? И сегодня мы услышали и убедились в этом, и утвердились в этом. Мы должны собираться, мы должны обговаривать актуальные вопросы, да? Мы должны понимать направление нашей совместной работы. Ведь мы делаем дело, мы не просто освещаем те или иные события, да? А мы делаем важное, выполняем важную работу. В радиофестивале Юлия Ткаченко и Руслан Уразалиев участвуют каждый год. Они являются ведущими телевизионного информационного агентства «МИГ». В номинации «Утреннее шоу» журналисты агентства заняли 1-е место. Я здесь 5-й раз нахожусь. Безумно рада встретить коллег, да, на «Голосе Кавказа», с которыми мы поддерживаем связь вне конкурса тоже. Не первая эта победа моя здесь, да, уже были и 3-е места, и 2-е. И сегодня мы безумно рады получить первое место в номинации «Утреннее шоу». Также на мероприятии наградили лучших журналистов номинации «Тематическая программа». Кубок за победу передали радиоведущей Татьяне Лот. В этой номинации она уже в 3-й раз занимает 1-е место. Когда так высоко оценивают твою работу, конечно, это большая радость. Что лукавить? Всегда хорошо, когда ты побеждаешь. Но это не самоцель. Это значит, что поставили знак качества, что ты работаешь, что нужна твоя работа, что нужны твои передачи. Огромная благодарность за это фестивалю, потому что мы можем вот так собраться, поговорить, быть самими собой. Каждый год фестиваль расширяет свою географию. В число участников за 10 лет вошло 66 городов, около 500 радиостанций со всей страны и более 150 артистов и музыкальных коллективов регионов Юга России. Радиофестиваль посвящен памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Диана Хармуш, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Культурно-просветительский фестиваль «Турпалхойн Амалш» прошел в Грозном. Мероприятие состоялось в Доме печати. Участие в нем приняли представители народов, проживающих в Чеченской Республике и за ее пределами. В своих выступлениях они рассказали об особенностях культуры своего этноса. Участники соревновались в различных номинациях: национальный танец, национальный костюм, народный вокал и рассказ о народном герое. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Я сама любитель таких мероприятий, тем более, когда касается национальности, это очень интересно. Ты для себя что-то новое открываешь, познаешь, то есть о костюмах, о нравах, да, ну и так далее. Было интересно наблюдать за другими центрами культурными, то есть что-то для себя я новое тоже сегодня открыла. Поэтому очень полезно молодежи особенно присутствовать вот на таких мероприятиях, чтобы свой кругозор расширять. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.